Why excuse me, cause you're screaming for truth. Don't tell me that we had that conversation. Ну что, друзья, будем ковать под женский рок. Are you happy in this modern world? Or you need more? Is there something else you're searching for? I'm forgiven. In all the future, Дима Горыныч Мулич. And in the bad times I feel myself. Саундтрек фильма. Штатив нужен.
Рвал 34.
Кому коротиш, вигича?
Ну и что там народ спит-то? Нет, это не ресторан. Спасибо.
был. Батарейка сдохла. Вместе.
Так, дорогие друзья, как смотрели, тряпочка была чистой. Вот так проходит будни. Ножик ножом. Хотя у меня есть объявление для вас всех. В следующей неделе ремонты и работы действительно будут доставать. С 9 утра до 6 вечера света нету у нас. Во всем районе. По-нашему в Улусе, Татинском. Не будет электричества с 9 утра до 6 вечера. Ну что, будем колдовать ночью. Что поделаешь. Ну а так, действительно, насчет отправки уже не знаю как, ребят. По идее, почта работает до 8 вечера. Если всего за пару часов попытаюсь там отправить, думаю, найдем выход. А так, действительно, напряг будет. Целую неделю, прикиньте. Целую неделю без света. Этот дневной свет.
посмотрим, как будет. Вот так вот. Не знаю, что у вас, но у меня новостей вот так. Такие вот новости. Ну-ка, что написано? Посмотрим-ка. Ну, я решил немножко... Так. Спасибо, спасибо. Ну, заказывай, Александр. Орвелка. С Эльмаксом, по идее, так, но уже там есть некоторые нюансы, которые не буду показывать в прямом эфире. Ну, примерно так. Только примерно. Взаимно. Так, это не рессоры. Так. Поработать, да, надо. Малейкум. Ну, по идее, все. Там дизель барини. Граммаран. Курехпетта. Вот отдящий барреты. 20-е, ребята, лотерея будет. Кто забыл, напоминаю. На днях представлю ножей. Билеты по 500. Все на канале. Специально в прошлом месяце специально за 20 дней начал кампанию маркетинговую, так называемую. Маленькие ролики, рассылки по WhatsApp. В этом месяце специально так не делаю. Думаю, надеюсь, что народ пошел, народ уже научился, народ уже знает, что 20 будет. Но, по всей вероятности, нету даже 10 участников. 10 нету. Ножей будет немало. А вот участников очень, ну, практически их нету. Я не знаю, ну, по идее дарю, но хотелось бы дарить многим людям. Вот. И сумма хотелось бы набрать хорошую, не 20, не 10, а уже солидную, хорошую, чтобы человеку маленькому помочь. Вот. Ну, 20 будет, все равно будет, несмотря ни на что. Но если вся неделя, следующая неделя у нас без света, и 20 у нас следующая пятница, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну-ка посмотрим. Ну вот, пятница, март, ага. Следующую пятницу, через неделю буквально, разыграем ножи. Ножи представлю. Воскресенье, какие есть, какие будут. Или в понедельник. Посмотрим. Но общаться будем только ночью или вечером после 6. Ну, если они по-доброму, по-здоровому, пунктуальности, если будет подключать 6:00, тогда эфир пройдет без проблем. Эфир будет как эфир. А если натяжкой, там, а-ля тополя, даже билеты не смогу распечатать. Понимаете? Вот. Ну, за 2 часа можно уложиться, если рук там будет несколько. А так, самому одному тяжко будет. Да, Слава дарил, ага. Ну, все жду. Что-то обзора наверняка и не будет. Уже перестал ждать обзорчика. Ну, Славе сказал в эфире. Уточню, скорее не сказал, когда дарил. Меня там цены вызывали. Показать мастер-класс по заточке. Ну что, не только, ну, честно говоря, я удивился, что Славик, я думал, что он в Жиганске живет, а оказывается переехал в городе Курск, сам не сказал. Ну, удивился, вижу краем глазом, человек идет, фонарик такой светит,
присмотрелся, а там Бродников. А мы с Славой знакомы. Я когда-то ему печню отправлял, он сломал. Потом вторую отправлял. После второго как-то еще не видел. Говорит, отложил, до лучших дней сказал. Ну, наверное, так и Жиганский стоит. Да, у них там ледобуры, не до печней, по-моему. Вот так вот. Так, да, с Славиком общаемся, советует. Якутия маленькая, знаем друг другу. Что-то как. Кто чем дышит, как живет, как работает. Кто чего портит, кто чего хвалит. Тоже, в принципе, знаем. Уши не маленькие. Территория большая, но людей мало. Достаточно. Надо сказать, достаточно. Невозможно все равно лямами тут запихнуть. Чего сразу купить? Наличие ножей продажу будут. Наличие. Так, на днях, ну скажем так, обзорчик сразу сделаю. И вы подключитесь сразу, как только включу, запихну ролик на канал, сразу звоните, там и контакты и телефон. Многие так поступают. Какой такой, сколько, да и сколько. А сцену озвучивать не буду на канале. Почему? Потому что цена не фиксированная. Вот. Говорили 8 марта купите тюльпаны. Оказалось, надо было покупать доллары, да еще евро. А кто бы знал? Там знают, а мы не знали. Вот. Я не знаю насчет сколько там процентов повысится, но сказали процентов 6-8. Но сейчас уже не знаю, за сколько процентов буду покупать сталь. Вот это меня волнует. Очень сильно волнует. Почему? Ну, сталь не на пределе, но есть еще. Спокойно до мая продержимся. Думаю. А вот после как раз начнется охота, начнется переправа, закроют 15 апреля, они его откроют в конце мая. Вот на этот промежуток до этого мне надо уже приобрести и привезти сталь, не знаю по какой цене. Деревяшка, имеете в виду рубли? Да, ну не впервые, ребят, не впервые. Цены будет... Ой, спасибо. Цены держать будем. Так, с дорогой хашкой 95-кой, Г-65 я расстался лет так 3 назад. Ну, даже 4, если не ошибаюсь. Вот. Не делаю. Вряд ли буду делать, вряд ли. Но вот простой, рессорной сталью возможно. Почему возможно? Научу кого-нибудь, которые тут обитают. Накуют, посмотрю. Если будет качество соответствующее, но надо их тоже надо понять. Один человек достиг за 5 лет, они не будут сразу достигать за месяц, правильно? Вот. Ну, будут учиться. Там посмотрим, как учеба пройдет. Если они будут действительно суперски ковать, действительно будет качество отменное, почему бы и не продать такой сталью. Ну, соответственно, цена будет только радовать. Имеется в виду углеродная сталь. Из углеродной стали будет, конечно, цена радовать. Да, и я позавчера узнал. Сегодня жду подтверждения. Не знаю, насколько это будет правда или нет. Но
Походу телевизор у всех есть. Походу Собянин запретил массовые гуляния, выставки, если посещаемость более 5000. Так что, дорогие мои, клинок вряд ли будет состоиться. Имеется в виду моим коллегам. Ну, вот. Ну, я Ольгу Борисовну позвоню, пускай она останет. Сейчас у них сколько? Часик ночи или? Да, буквально так. А нет, 5 утра, не будем бдеть. Выясним на канале Звякну, действительно ли так, действительно перенесут ли выставку до лучших времен, а-ля тополя. Но хотелось бы, чтобы этот вирус не гулял. Никто не хочет рисковать, даже молодой и пожилой. Вот. А так, если перенесут, то если это будет летом, ну, форум тоже закрыли, который пройдет в июне в Питере. Это международный форум. Те, которые галстуками встречаются, сидят на крыле, на стульях и что-то балакают, ничего не решают. Что-то, наверное, решают. Такой большой, в красивых костюмах, черных, синих, темно-синих. Но если в июне тоже закрывается, отменили, то вряд ли в начале апреля, в конце этого месяца уже начнется выставка. Буквально 2 недели осталось. За 2 недели вряд ли что-нибудь поменяется. Так, доказано, что пожилые люди, лет так 50 и выше, им очень трудно, буквально говорят, приговор, вернее, неизлечим. А молодые дети уже на следующей неделе бегают. Страшная болезнь, действительно, на самом деле. Сначала говорили, что это китайский там лайфхак, там, чтобы не работать, чтобы 20 миллиардов евро, чтобы купить свои фирмы в Китае. Ну, я не знаю, ребят. За неделю 200 тысяч человек. Ну, люди, это в Африке люди. Не будем о глубоком. Сегодня день только начинается. Что могу сказать еще? Ну, ролики будут такие. Вот, подробненько посмотрим. Подробненько будем смотреть. Детально, надо сказать. Ну, что еще? Заказывайте, ребят. Заказов практически осталось всего ничего. Той заковкой уже все. Так, и еще раз попрошу всех, кто занимается торговлей, уходите на связь. Вот. Договоримся по цене. Дарил. Договоримся по цене. И продавайте свои торговые точки. Настоящие ножи от этой компании. Вот. Договоримся про доставку, договоримся про цене. И в вашем городе, в вашем регионе будет настоящий якутский нож. Вот. В любом количестве, можно сказать. Ну, самое главное, что это настоящий якутский нож. Нож с духом. Вот. Ну, сегодня, надеюсь, видели одним глазком, как делается, как куется. Да, у меня все. Пойду поработаю. Всем удачи. Всем пока.